Господь посылает своих ангелов в самое трудное для людей время. В 20 веке было много горя, и Господь послал в мир духоносных старцев Иоанна Крестьянкина, Николая Гурьянова, архимандрита Павла Груздева и многих других. Вспоминая о старцах-утешителях, нельзя обойти вниманием и патриарха сербского Павла, чье смирение, любовь и нестяжательство спасало в страшные времена наших сербских собратьев по вере. В актовом зале Санкт-Петербургской духовной академии прошел вечер памяти, посвященный сербскому патриарху. Открыли вечер документальным фильмом о Косово и Метохии «Край, обреченный на изгнание». В годы патриаршества владыки Павла Сербия претерпела страшные страдания. Это бомбежки 1999 и 2004 годов, когда развернулась трагедия в Косово. В это самое время патриарх сербский Павел был поставлен Богом добрым утешителем, и люди, впитывая его слово и поучения, находили не просто способность жить дальше, но и приобретали силы трудиться для несчастной Родины. И вот, как бы в таком тяжелом времени, личность патриарха Павла говорит, что Бог никогда нас не покинет. Бог всегда с нами, Бог рядом, Бог любит нас. Большой радостью после просмотра фильма стало выступление детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина с программой сербских и русских песен. Хору посчастливилось петь для патриарха сербского на сербском подворье в Москве, а также после блаженной кончины владыки Павла побывать в Белграде и петь панихиду на его могиле. Руководитель хора Ирина Валентиновна поделилась воспоминаниями о сербской земле. Нас поразило, насколько это святая земля. Благодаря Евангелию этот народ воспринял необыкновенную такую детскую искренность. Можно сказать, что такое быть русским, мы до конца почувствовали только там. Патриарх Павел поднял такие ценности на щит, без которых вообще человечество жить не может, потому что весь мир нуждается в человечности, в любви. Он жил очень скромной жизнью, он всегда ходил пешком, он не пользовался никаким транспортом личным. Его можно было встретить в трамвае, он всегда ходил своим посохом и с такой большой сумкой, портфелем. Иногда казалось, поскольку он был маленьким человеком, что эта сумка перевесит. Люди к нему подходили на улицах, в автобусах, брали благословение. Он всегда уделял внимание каждому. Отношение к России, к русскому народу у него было особое. Это он и в проповедях своих, и в книгах высказывал. Русское сердце плачет, когда страдает, когда мы страдаем, когда там с Косовом все это, что происходит. Так что это единственный народ в мире, это русский народ, который нас никогда не оставит, который нас как большой брат, да? Как мы говорим, майка Руссия по-сербски, матерь Россия, что наша матерь, матушка наша Россия никогда нас маленьких, бедных не оставит, всегда будет рядом с нами. И спасибо русскому народу за все. Владыка Павел своей христианской жизнью привел десятки тысяч людей к вере. На вечере в академии с проектора он будто смотрел на всех, всеобъемлющей добротой, и незримо присутствовал.